Улица Бузуртанова в Назране задолжала сетевой компании более 5 миллионов рублей. Неоднократно абонентов предупреждали, что по счетам нужно платить. Сегодня уже крайняя мера. Тех, кто не оплачивает коммуналку и не заключают договор, будут отключать от сети. Проводить рейд на этой улице для энергетиков стало уже традицией. В Насыркорте абоненты улицы Бузуртановой в списке самой слабой дисциплиной оплаты за электричество. К тому же из 50 домовладений только 30 заключили договор на поставку ресурса и открыли лицевые счета. Многие дома подключены к сетям незаконно. Хозяев на месте нет. Поэтому специалисты принимают решение отключить абонентов от сети. Свет в дома вернут только в случае обращения в Россети, заключения соответствующего договора и погашения задолженности. Протяженность улицы довольно большая. Практически в каждом доме минимум 200 тысяч рублей долга. Еще одна проблема – нет счетчиков. А в таких случаях сумму считают по нормативу. Всего этого, конечно, можно было бы избежать. Абонентам идут навстречу. Есть возможность заключить договор в упрощенном порядке и даже частями погасить задолженность. Кассовый аппарат в наличии, списки абонентов на руках у контролеров. Я буквально вчера здесь была на обходе. 37 домов обошла. И здесь есть должники, злостные неплательщики, и есть, которые оплачивают частично. На этой улице 66 абонентов. Так можно сказать, что большая часть населения этой улицы не очень хотят оплачивать. Радует, что на этой улице есть и образцовые абоненты, у которых нет ни рубля задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, как, к примеру, у жителей 29-го дома. За счета платит исправно, а значит и претензий к нему нет. Сотрудники Россети отмечают, если бы все платили вот так же, удалось бы улучшить качество электросетей и на этой улице, и в целом по Насыркорту. Многие не понимают, что от сборов зависит и закупка новой техники, оборудование, прокладка новых сетей и даже зарплата инженеров и всех работников отрасли. Население, когда видят вышку, видят контролеров, стараются закрывать двери. Скажу более, оплата за электроэнергию, она необходима в связи с тем, что, соответственно, от этого у нас зависит и покупка электроэнергии, снижение дебиторской задолженности перед Россетями. По выявлению бездоговорного потребления я бы хотел донести до населения в связи с тем, что они потребляют бездоговорное потребление. Из-за этого страдают то население, кто, соответственно, имеет лицевые счета и платят. Многие жители, у которых накопились большие долги, думают, что субсидия должна полностью перекрыть накопившуюся сумму. Специалисты Россети разъясняют этот вопрос. По ЕДК ханза выплаты уже юл убята юл жетку, а дадан ахча мацар возврат ежахчо, что ходил жахас, отдел субсидию хадаводи, разъяснить дадна. Рейдовые мероприятия специалисты Ингушэнерго планируют проводить каждую неделю. Они призваны в первую очередь довести до абонентов, что электричество – это не бесплатный ресурс, за него нужно платить ежемесячно. Лина Цычоева, Султан Магушков, Магаз 24.